Ребята, всем привет! Сегодня у нас 17 сентября, и я не поеду на рыбалку, а пойду сегодня за грибами. Меня пригласили за опятами, и собирать мы их будем в черте города Саров. Сказали взять мешки, взял 2 мешка с собой. Посмотрим, что из этого получится. Не переключайтесь, покажу вам, где растут опята. Так, ну что, ребята, немного углубились в лес, и уже опята, но уже вот сушеные. От жары, наверное, сушеные. Да, засохли. Все, наваливаем куда-то. Юран меня ведет секретными тропами. Уже вот собрано тут все, но уже вот новые подрастают. Опята, ребята. Вон сколько. Вон можно собирать уже. Да, вот опятки. Вот такие. Но мы идем дальше, да, Юр? Дальше идем. Там делать нечего. Собрано. Ну все, сейчас найдем где-то какое-то дерево и начнем щипать. Юра мне выдал канцелярский нож. Я взял с собой раз увидел, уже не перепутай. тесак. Несложные опята, они гладкие. Огромадный. Такой вот это, зомби-апокалипсис. А Юра мне вот выдал, сказал, собирай, Серега, вот таким. Так, ну, понять только, на каких деревьях растут сейчас, и будем собирать. Так, здесь уже Юрик вот все пособирал на днях, а тут вот, видимо, новые. Так, первый раз в жизни собираю опята. Здесь вот еще. Так, ну все, сейчас здесь соберу, потом поищу еще где есть. Коробки такие, оттуда. Так, еще вот нашел. Пылесос не будешь собирать, хороший. Ага, вот нашел, Юрик. Вот, да? Да, такие вот. Там это... Серег, близко не режь. Эта грязь не нужна. Остальное ты дома будешь чищать, лишняя работа. Да, вот это все, срезай. Ага, все понял. Да. Юрик специалист в этих вопросах, а я-то еще дилетант как бы. Собираем. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше опят. Но чистить я их не буду, их будет чистить теща, поэтому быстро набиваем пакеты и несем теще на переработку. Можешь сварить, а потом полчаса сваришь, первую воду варишь, первую воду сливаешь, да?
черные. А потом уже варишь 20-30 минут. Вода холодная промываешь, дуршлаг, и охлаждаешь пакеты, замораживаешь и морозильник. А потом зимой можешь картошки добавлять, жарить. Можно с водочкой, да? Бывает тут на земле растут. У них чем отличается шляпка шершавая? У лучших опят у них шляпка гладкая. У них очень Оба! красивая. Они какие-то оранжевые, желтые. Шляпка гладкая. Это мощные места видел. Он там, боюсь, обчитали. Так, здесь собрали. Сейчас пойдем дальше. Шли вот прям 5 метров. И здесь вот прям свежие, молодые опятки. Вот такие вот, только вылезли. Так, Юра говорит, так не срезай, но теща почистит. Все для тещи. Щуку для тещи. Как-то надо вот так, что ли? А, блин, обрезал руку. Тороплюсь чего-то. Нет, не обрезал. Юрик дал тупой нож. Пока я тут режу, Юрик ушел в заповедные места. Так, ребята, тут с обратной стороны нету, все, двигаем дальше. Сереж, пойдем туда. Смотрите, какие. Да, все, опять, вон. Смотрите, какие нашли грибы. Ничего себе, это то, что там были вообще маленькие. А здесь вот огромадные. Огромадные опятища. Здесь уже здоровые опята. Ничего себе. Смотрите, какие большие. Близко к ножке не режешь, к земле. Шляпки Ага. вообще берут почти. Середину ножки режь, нормально будет. Так, вот такие вот, ребята. Так, ладно, тут соберу и потом еще покажу. Вон там весь низ, вон там какие громадные висят. Ого. Так, и с этой стороны вот такая вот. Так, Юра сказал, близко к земле не резать, поближе к шляпке. То бишь вот так. Которые старые, очень такие толстые, большие, не бери. Вот не такие, надо. вот такие, Юрик. Нормальные, вот ничего. А бывают вообще старые. Ага, старые не брать, говорит. Средние бери нормально. Средние маленькие. Маленькие лучше. Так, хорошо, что я взял 2 мешка. Так. Так, ладно, ребята, соберу здесь и отключусь. Так.
точнее отключусь, а потом еще включусь, покажу, где еще есть. Вот здесь вот мы сейчас собирали на пеньке, и вот кусты раздвинули, ребята, и здесь тоже вон чего. Вон, какие стоят красавцы. На день-два перезреют, тепло, они лезут. Вон какие. Все, отойдут. Так, все, тоже сейчас здесь соберем и пойдем дальше. Их настолько много, что нет смысла собирать каждый. Может быть, где-то пропускаю, ничего страшного. И вот здесь вот еще вон сколько. Вот эти нормальные, Юр? Вот, хороший. Тебе ставил. Ну, режь посередине, вот так вот. Ну, я да. Ближе Вот. к шляпке не режь. Ближе к ножке не режь. Ага. Вот так, посередине нормально. Фух, ничего себе. Вот те раз. Лес не такой. Вот так вот они растут. Вот так вот аккуратненько. Хоп. Вот так вот прям. Хоп-хоп. Вот я мариную такие вот. Ага. Да, вот такие мариновал. Под мариновку. У них цвет бывает желтоватый такой вот. В зависимости, видимо, от леса или на том, что они растут. Они бывают редко растут на синих. Вот такие пирожочки. Так, идем. Ага, вот еще. Хопа. Все, идем дальше. Тихоохота. А вот видишь? Так. Я сам ничего не вижу, мне Юра показывает, где что резать. Я иду и слушаю байки, которые он мне рассказывает. И потом он говорит: стой, иди режь.
так вот прям хоба. Хоп. Оба. Вот здесь внутри вот еще. Ну там какие-то плохенькие, да, или что? Вот так вот. Опа. Опа, вот в гнилом дереве. Ну ладно, это что-то сломался. За спиной, Серег, смотри. Ага. Я тебе показываю, на земле они. Да, вот здесь еще. Ну что-то какие-то вот не очень. Наверное, такие, наверное, не будем брать. Да, я, конечно, не разбираюсь, может быть. Ну ладно, есть получше варианты. Так, что, двигаем дальше. Красавчики какие. Какие красавчики. Вот они какие. Хопа. Хоп. 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 Да, тот из меня еще грибник. В густом лесу они не растут. Растут, видишь, около дорог, недалеке. Ну, максимум, может, 10 метров. Угу. А там Всё, нету ничего. Идем дальше. Вот еще на солнышке тут греется небольшая группа грибов. Все это прям вот мы с тропинки собираем, ребята. То бишь они, Юра говорит, там в чаще-то как-то не растут, они вот вдоль дороги. То бишь просто гуляем, идем. И в дебри ни в какие не лезем. Все вот с краешку, пожалуйста. Хоп-хоп. Хоп. Ну все. Пойдем дальше. Так, ребят, вот прям 5 метров прошли и снова грибочки. То бишь при желании можно набрать. Но здесь дело такое, что как и с рыбными местами, тем более чужими, не могу сказать точные координаты, где мы находимся с Юрой. Но это все в городе. Буквально, так скажем, вот в 5 минутах от оживленных домов, улиц, детских площадок. Какой-то плохенький. Так, ладно, вылазим. Дальше. Мы летом посмотрим, там белые, могут быть. Такая вероятность. Не, такой не надо. Юрик нашел под березой.
Вот такие нормальные, что ли, Юр? Нормальные, да? Да. Смотрите. Чем ближе к земле, тем хуже. И жестче ножка. Юра уже где-то он насшибал подберезовиков. Да. Красава. Пока я тут режу. Не знаю, ребята, правильно я тут делаю или неправильно, но грибов настолько много, что не знаю, там Юрий говорит, близко к земле не режь. Мы 30 минут находимся в лесу, уже набрали по пакету. Так, ребята, а вот мы проходим, и Юра мне показывает, вроде тоже пенек, то же самое, но вот это ложные опята. Они гладкие, те, которые мы собираем съедобные, они какие-то шершавенькие, а эти вот гладкие вот такие. Это ложные опята. Он хороший, Юрик зовет, но перезревший, сейчас посмотрим. Пойдут, что ли? Сейчас посмотрим. Ага, вот это съедобные, но перезревшие. Вот это тоже вот опята. Такие уже раскрывшиеся, как бы, ну, с кругленькими, а это уже такие большие опята. Да, вот целые это. Это съедобные. Ладно, пойдем поищем маленькие. Можно брать, в принципе, маленькие можно взять. Юрий говорит, Вообще, можно брать, но не надо. у меня уже целый пакет. Вот хороший вообще. Бери. Так, а вот здесь вот Намотала. опятки, которые еще такие не раскрылись. Они крепкие. Зонтиками крепкие еще. Вот такие. Ну тоже уже большенькие.
Ну все, какие-то сухие. А их жарит, да, Юр? Юр, жарит их? Пойдем дальше. Все, не будем собирать? Не нравятся они. Они такие же. Ну ладно, все, пошли дальше, мы, Юрий говорит. Вот прям на упавшей березе. Хорошенькие, свеженькие такие. Маленькие. Смотри, камеру давай сюда. Смотри, камеру давай сюда. Ага, сейчас. Юр, что-то нашел? О, они еще червивые бывают, да? Так, ну вроде срезы. Так, пойдемте посмотрим, что Юрик там зовет. Ага. Два подберезовичка. Подосиновики. А, подосиновики, да? Подосиновики. Подосиновики, да. Здорово. Я даже не разбираюсь в грибах. Ну что, здорово. Крутяк. Так, я пошел дальше резать эти. Другие грибы, другая обработка. Нацелились на пятый, показывают так попутно. Попадают. Да. Ладно, приступим. Дальше пошел резать свои грибы. Вот здесь еще сколько. Вот. Все усыпано опятами. Но моя опята вот здесь, Юрик сказал. Вот здесь вот. Ну ладно, что, буду собирать. Ребят, буду собирать, а потом, если еще найдем где-нибудь полянку, еще покажу, где чего растет. Юрик нашел еще два подосиновика. Но один плохенький, да? Вот этот-то вот прям какой-то плохой. Да, перезрелый. Не пойдет. Ага. А один нормальный. Я видел, ага. Там тоже все облеплено. Юрик уже он профессионально вырвал, отрезал, бросил. Юрик уже 15 килограмм собрал здесь. Дома взвесил. Позвал вот меня. Пошли, говорит. Точнее, я напросился. Будем честные. Говорю, и мне, говорю, на 2 баночки. Да. Ну все, вот у меня целый пакет. Я не знаю, нужно больше-то или нет. Юра ведет меня все дальше и дальше в какие-то дебри.
Ну как дебри. Люди ходят, гуляют и с собаками здесь, пожалуйста, рядом. Пробежал сейчас какой-то мужчина, за здоровьем бежит. А мы собираем грибы. И это мало кого тут интересует. Прям под камерой вот еще грибы. Там туда пакет. Это вернее. Нормально. Нормально. Пойди. Я пройду. Ребята, вот такой весь пенек. Весь в опятах. Вот прям со всей стороны. Со всех сторон, точнее. Сейчас буду их собирать. Такие прям молодые, хорошенькие. Как-то Юрик вот так прям делает. Хоп. Вот так вот, хоп. О, вот так вот. Здесь еще вот внизу, возле пенька, вон что. Камеру крутим, хоп. Будет стоять, нет? Вот так вот, хоп. И здесь еще опятки.
это Юрик делает. Хоба. Хоба. Так. И вот сюда вот так. Хоп. Не будет стоять, что ли? Ну-ка вот так вот сделаем. Вот так, ребята. Так, я тут не совсем, может быть, качественно собираю. Но Юра говорит, что это все ерунда. То бишь мы сейчас пойдем в какие-то места, где их там вообще дофига. Фух, ладно, отключаюсь пока. Друзья, ну, жесть как много грибов. Смотрите, что. Вот, все прям увешано грибами. Вот сколько опят. Я, может быть, раньше когда-то в жизни их и видел, но я откуда знал, что их можно есть. Опята там какие-то, что-то. Ой, а вон там, ой, а вон там дальше чего? Жесть. Ужас. Ну все, режу. Да. Ребят, целая сумка уже это накосили. И Юрик он дальше тоже нашел такое же дерево. Фигачит. Собираем. Так, ну что, ребята, вот, наверное, здесь вот сейчас соберу. И достаточно. Просто меня теща любить перестанет, наверное. Скажет, ты что мне тут принес? Тут неделю надо будет с ними разбираться. Вот такая вот куча опят. Даже не знаю, как правильно. Юра-то уже не набитая рука. Он как-то все это дело цап срезает. Как-то вот так, наверное. Хоба. Просыпается у меня тут.
Вот такие вот опятки.
Юр, достаточно, домой пошли. Хватит, говорю. Хватит? Хорош. Хватит, домой пошли. Это смотри. Ну а куда их столько? Я не знаю. Продавать будешь. Не, я продавать не буду. Смотри в интернете цену, я не знаю, какая цена. Ребята, вот Я с одного, знаю, что на работе дай. с одного места вот с такого можно набрать пакет спаровский. Вот как вы сейчас березу, если тщательно ее вот полностью пройти, с одного места, не напрягаясь, можно набрать пакетик. Вот. Неплохо. Первый раз я удивлен. Интересная грибалка получилась у нас с Юрасом. Сейчас будем сворачиваться куда-нибудь, выйдем и пойдем к машине. Я доволен. Ребята, вот и подошла к концу наша сегодняшняя прогулка за опятами. Мне очень понравилось. Я их не искал, мне Юра просто показывал места, где их нужно срезать, и я их срезал. Набрали с ним по вот такой сумке. И сейчас пойдем домой. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч. Пока-пока.